С Владиславом Арзымбо я лично не был знаком, но когда начали раскручиваться все эти события в братской Абхазии, Владислав Арзымбо для нас, для Южной Осетии, стал своего рода тоже таким флагом, знаменем, который боролся за свой народ. И, безусловно, мы в Южной Осетии очень сильно тогда переживали за Абхазию, за те процессы, которые происходили здесь в Абхазии. И вот эта позиция Владислава Арзымбо, она как бы и в то же время стимулировала нас в Южной Осетии. И многие его заявления у нас в Южной Осетии, тогда таких возможностей не было, начали передаваться из уст в уста. Вот Арзымбо так выступил, Арзымбо вот так сказал. И, в принципе, мы тогда, то молодое поколение Республики Южная, политиков Южной Осетии, мы внимательно отслеживали все заявления, все шаги, которые здесь предпринимались. Ну, соответственно, и те наши лидеры, которые были на тот период, и те позиции, они как бы дополняли друг друга. То есть мы действовали тогда в унисон с абхазским народом, и нам немаловажна была позиция абхазского лидера. И когда его заявление, его позиция, и оно совпадало, потому что я много раз об этом говорил, что история наших народов, новейшая история Абхазии, Южной Осетии, это история двух близнецов-братьев. Я говорил это, говорю и буду везде говорить. И будущие поколения, они должны знать это. Нас не должны сейчас растаскивать по разным квартирам. То, через что мы прошли. И, безусловно, никогда не должны забывать тех людей, которые были основоположниками того, что сейчас происходит, и сегодняшнего независимого абхазского государства. И заслуги Владислава Арзымбо должны учитывать все. Я помню многие его заявления, его позицию, я его помню встречу с руководством Грузии, когда его пригласили туда. И это тоже было таким примером решительности, как нужно отстаивать интересы своего народа. Вот это мы в Южной Осетии, вот этот его шаг тоже очень высоко оценили и как бы ставили в пример некоторым нашим политикам, мы молодое поколение, что нужно вести себя решительно, на двух стульях не усидишь. И вот эта позиция, готовность защищать свой народ, несмотря на то, что были определенные угрозы, мы же знаем, когда и как он поехал, какие были условия, какая обстановка вокруг того, но он им показал, он приехал к ним. Он же не где-то там закулисно приехал прямо к ним, и как лидер своего народа он им заявил свою позицию, и ничуть не уступив, наоборот, я считаю, что после его такого мужественного шага грузинские политики и то грузинское руководство, несмотря на то, что они пытались демонстрировать свою уверенность, они, по-моему, выражаясь вот спортивным языком, были в гроге, не понимали, что дальше. Потому что они не ожидали вот такой решительности со стороны тогда лидера Абхазии. Вот, говоря о черте, как решительность, да, вот готовность, да, самопожертвовать, да, себя. Вот есть другое еще качество. Это его качество доброты, отношение к тем защитникам Абхазии, к тем добровольцам, которые были здесь. И вы знаете, что было очень много добровольцев из Южной Осетии во время, из Осетии во время этих событий. Вот я бы еще оценил вот это такое качество, как доброта, как забота. Вот это все объединялось в этом человеке, понимаете? Поэтому он был всенародно любимым, уважаемым. Ведь на сегодняшний день, если анализировать ситуацию, то Владислав Арзымбо, он не принадлежал только абхазскому народу. Он был героем не только Абхазии, он был героем Осетии и героем Кавказа. Это нужно тоже признать, потому что не только у нас в Осетии, но в многих субъектах Российской Федерации на Кавказе его ставили в пример. Ведь если бы не было вот этой позиции, вот, не было бы и такой поддержки со стороны добровольцев, которые тоже рынулись поддерживать Абхазию. Но же был же момент, когда Абхазия одна была в тот период, как и Южная Осетия. И когда многие сейчас говорят, что вот это бы случилось, вот это, ну все зависит от роли личности. И вот на тот период, да, абхазскому народу повезло. И это тоже нужно как бы подчеркивать, что именно такой лидер в то непростое время
возглавил абхазский народ. Всевышний это определил, и этим самым, скорее всего, Всевышний помог народу Абхазии заложить ту основу своей государственности. Конечно, мы, молодые политики, учились. Учились, потому что, знаете, я до этого был комсомольским лидером, мне приходилось тоже как бы работать тоже в непростых условиях, потому что первые шаги в политике я начал именно в разгар вот всех этих событий. Знаете, в тот период, конечно, такие лидеры, как Владислав Арзинбах, они, заявив о себе, заявив о интересах своего народа, многих заставили думать по-другому. То есть это тот период, когда нужно было менять мышление, и в то же время, как бы действуя, нужно было предпринимать уже шаги, которые до тебя уже никто не проходил. Вот если бы этого не было, конечно, сегодня бы у нас ни Абхазии не было как независимого государства, ни Южной Осетии.